Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Добрый вечер. Сегодня пятница, вечер, в 21 час я обещал выйти в эфир. Вот, выхожу. Сейчас мы с вами разыграем книгу, вот эту вот. Еха Бюсенеш, это «Долгие ночи», известного чеченского писателя, классика чеченской литературы Абузара Айдамирова. Я вчера объявил о розыгрыше, а сегодня мы ее разыграем. Разыграем в прямом эфире. А потом мы дальше выйдем в эфир с Магомедом Саидовым, нашим адвокатом из Москвы, который предложил рассказать свое видение на тему, что молодым людям делать, к чему быть готовым, если они решили переехать в Москву в поисках работы. А сейчас мы, пока как раз люди у нас набираются немного, у нас получилось так, что 303 комментария под вчерашним видео, которое я сказал. Мы сделаем очень просто. Я просто-напросто перемотаю эти комментарии, в какой-то момент остановлю, и это будет у нас победитель. Вот, давайте я чуть ближе подведу это все. Так, техника у меня, конечно, несовершенна. Я это делаю на очень таком любительском уровне. Так, сейчас. Много тут всяких интересных комментариев, в том числе я пока не успел все комментарии прочитать, в том числе комментарий, посвященный попугаю, который нам активно мешал вчера вечером, а сегодня я решил перейти в другое помещение, потому что попугая опять вечером отпустили. Так, сейчас я все это буду перематывать. Так, все. Так, делаем, валейкум ассалам, делаем таким образом. Я просто перематываю комментарии и в какой-то момент просто нажимаю пальцем. Вот там, где тот комментарий, Митхун Чакраборти много комментариев написал и очень серьезно настроен выиграть эту книгу. Вот там, где комментарий, я нажму пальцем, и тот комментарий, в который я нажму пальцем, тот и получается победитель. Если там будет, я озвучивал задание, если там будет меньше 4 слов, то мы, скажем так, выбираем следующего. Если будет меньше 4 слов. Смайлики за комментарии не считаются. И если, скажем так, палец как бы попадет между двумя комментариями, то считается верхний. Если будет комментарий и чей-то, и мой комментарий под ним, то считается опять же верхний. Вот. Так. Алейкум ассаламу алейкум. Так, вот все, давайте теперь мы раскачиваем. Я несколько раз вот так вот перемотаю, как вы видите, 303 комментария здесь было. Так, сейчас. После того, как, сейчас, секунду, после того, как до вершины доходишь, они начинают опять открываться по то самое. Я сейчас открою все, чуть-чуть ошибся. Вот, все открыл. Так. Так, кто-нибудь там напишите, стоп,
Вот когда вы напишете стоп, я это самое остановлю. Так. Я из Гамбурга, пишет, стоп. Сейчас, хорошо, давайте. Все, вот, комментарий. Вот Саид Магомед Ахмедов написано. Саид Магомед Ахмедов. Иса, ассаламу алейкум. Мы контролируем своих граждан от негатива по всей России. Есть предложение создать комитет по защите чеченских граждан от беспредела, чтобы знали, что мы не бесхозные. Вот такой вот комментарий. Так. Вот такой вот комментарий. Я читал то, что там написано. Саид Магомед Ахмедов, который написал: Айса, ассаламу алейкум, мы контролируем своих граждан от негатива по всей России. Есть предложение создать комитет по защите чеченских граждан от беспредела, чтобы знали, что мы не бесхозные. Вот человек, который этот комментарий написал, пусть он же под этим напишет свой номер телефона, и я с ним свяжусь, уже покрутили барабан, я с ним свяжусь, приглашу его на ужин и вручу ему эту книгу. Вот такие дела. И сразу, в следующий раз я выйду в эфир в четверг следующий. Выйду в эфир следующий четверг. Сейчас сделаю скриншот, чтобы не забыть. Выйду в эфир в следующий четверг, и тогда давайте мы разыграем сегодня же эту книгу. Называется автор Хож Ахмед Бирсанов «Нохчи Колман Илла Каш Ламасташ». Книга на чеченском языке. Очень интересная, очень полезная книга. Вот эту книгу, кто получит эту книгу, мы с вами узнаем в следующий четверг. В 21 или в 20 часов. Я скажу, когда будем. Вот. То же самое. Пишите комментарии под этим видео, которые считаете интересными, полезными. Что-нибудь полезное пишите. Мы разыгрываем следующим эту книгу. Так. А Саид Магомеда Ахмедова просьба связаться, оставить свой номер телефона. Так, а теперь давайте позвоним нашему Мухаммаду. Так. Давайте позвоним Магомеду. Ва алейкум ассалам, Масарга. Дейрейсхул. Так. Ждем. Мухаммад, на связи? Да. Все, я сейчас по видео наберу тебя. Дигдуй? Давай. Так, выходим с Мухаммадом на видеосвязь. Так. Так у нас не получится. О, Мухаммад, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Так. Алхамдулилlah. Вот теперь снова тебя показываю в эфире. Теперь мне самому надо держать. Ты в прямом эфире поздоровайся. Так, Мухаммад, будет... Ассаламу алейкум. Доброго времени суток. Так, то, что ты будешь говорить, будет интересно многим, не только чеченцам, нахам, но и были моменты, когда тема, которую мы обсуждали, была интересной. Мне звонили с разных регионов России, из Казахстана, с Киргизии, с Таджикистана, просили как бы на русском тоже побольше говорить, чтобы они тоже могли послушать. А то, что ты будешь рассказывать сейчас, это будет интересно не только нашим, я так понимаю. Мама, ты не так давно переехал в Москву, правильно? Так, алло. Да, с концами не так давно, несколько лет. Да, переехал в Москву, и ты столкнулся, конечно, с определенными проблемами. Сейчас, погоди, насчет попугая, верните попугая, бах. Я попугая оставил, попугая в студии. Я попугая оставил в той комнате, сбежал от него сюда через две двери, чтобы его не слышать. Так что сегодня эфир будет без попугая. Как-нибудь специально его покажу.
Истунду. Все, Мамад, мы тебя слушаем. Поделись своим опытом, с чем ты в Москве столкнулся, что, к чему надо быть готовыми, где надо быть осторожными. Вот. Мне немножко неудобно держать вот так. Все, мы тебя слушаем. Все, слышимость нормально, да? Да. Смотрите, основной посыл, или основная мысль, которую я понял, что нужно надеяться, чтобы, как это правильнее выразиться, чтобы ни о чем не жертвоваться, нужно надеяться только на себя. В первую очередь на Всевышнего, а в вторую очередь на себя. Это очень важно в этой части, как оказалось, потому что, если, как ты знаешь, я до этого работал 12 лет в следственных органах и вот решил в корне поменять жизнь, перейти на ту сторону баррикад, именно с Москвы, потому что перспективы и так далее, все-таки они все здесь. И страна у нас большая, многие сюда едут за лучшей жизнью, чтобы и заработать, и как-то реализоваться. Все-таки мегаполис, центр такого притяжения. Вот. И что самое интересное, до того, как я уволился, все-таки в органах, знакомства и так далее, все мы там, работа будет, много всего чего и так далее, приезжаем, мы здесь поможем, подскажем и так далее. То есть смысл в чем? Ехал, все почему-то выключились. То есть это вот самое первое, с чем я столкнулся со сложностью. То есть вроде как там 3-4 тысячи номеров в записной книжке, которые практически половина говорят: приезжай в Москву, тут все хорошо, у нас все четко и так далее, и мы тебе поможем. Но, как оказалось, соответственно, слова с делом расходятся у людей. И поэтому, в первую очередь, я всем рекомендую надеяться только на себя и только на свои силы. Только на себя и только на свои силы. Это очень важно. Тогда вам будет проще, как говорится, реализоваться в чем-либо и шагать по жизни. А если будете надеяться на кого-то, что там кто-нибудь поможет, там знакомый, товарищ и так далее, тогда, возможно, скорее всего, будете долго ждать этой помощи. Это вот что самое важное, наверное, на начальном этапе. Потом, вот второй проблемы у меня не было, у меня было четко, да, куда я еду, для чего я еду, что я буду делать и так далее. Но многие ребята, молодежь, которые хотят что-то поменять в своей жизни, они изначально не имеют никакого плана. То есть я приеду в Москву, а потом мы решим. В этой части очень такие вот моменты таким вот образом действовать. То есть сначала они должны понимать, вот, решил, допустим, парень переехать там, за лучшей жизнью. Он должен понять и знать изначально, чем он будет заниматься, что он там будет делать, как он там будет это делать, с кем и так далее. То есть план должен быть в первую очередь план. Это вот что касается в начале. Далее, что хотелось бы сказать, необходимо иметь запас денег. То есть нужно прекрасно понимать, что Москва — это все-таки дорогой город. А самое дорогое здесь это жилье. То есть снимать жилье, если, допустим, в регионе можно там какую-то однокомнатную квартиру снять там тысяч за 15 рублей, то здесь это уже там 35-40 от. Поэтому необходимо иметь хотя бы запас денег, хотя бы на полгода. Лучше иметь хотя бы на полгода. Тратите вы в месяц, допустим, посчитали, 1050. Нужно просто лежать на всякий случай, потому что пока работу найдете, пока либо наладите ее и так далее. Да? Вот эти вот моменты очень важны. Очень важно заранее об этом позаботиться. Вот. Это что касается этого. Пустыми карманами, и здесь мы разберемся потом. Но очень часто бывает, что все-таки здесь ничего не получается, либо с работы кидают. Вот прошлый эфир мы вчера обсуждали с тобой о том относительно трудоустройства и так далее. То есть верят люди, там Москва, там зарплата 150 тысяч и так далее, приезжают, а такой работы нет. Ее нет, грубо говоря. Их там не оформляют, дают им там 30 тысяч, в лучшем случае в месяц, и, соответственно, они занимаются выживанием. И перспектив, как говорится, к этому нет. Основные, наверное, вот эти вот моменты, знать, куда, для чего
запас определенных накоплений. Без этого я бы не советовал бы молодым людям как-то выезжать. Сначала нужно базу накопить, как говорится, понимания, опыта и сознания. Вот основная часть, в принципе, это все. Какие-то практические советы тогда. Это практические советы. Если вы являетесь каким-то специалистом, у себя, допустим, где-нибудь, знакомиться с людьми дистанционно, которые уже там работают в Москве. Есть разные паблики, социальные сети и так далее. То есть сначала на дистанции понять, кто чем занимается, как занимается и так далее. Вот это, в принципе, прощупать почву, так называемую. То есть до того, как кинуться в бездну, нужно прощупать условия. Но и еще один момент. Москва, на самом деле, такой город, он город возможностей. В любом случае, все с дозволения Всевышнего, и Всевышний не положение людей до тех пор, пока они не изменят самих себя. Но причины человек должен создавать, чтобы Всевышний поменял его положение. И Москва такой город, что если ты приехал и будешь там спать, ничего у тебя не поменяется. То есть она слезам не верит, да, как там в той песне в фильмах, Москва слезам не верит. Поэтому и вот многие приезжают в Москву и говорят, вот не получается, еще что-то. Значит, надо пробовать, не сдаваться, идти вот дальше. Вот, кстати, если вот лампочку придумали, там 3000 опытов было у человека, 3000 опытов, у него не получалось изготовить лампочку. И все-таки на 3001 раз все-таки теперь вот лампочка горит, как говорится, и весь мир пользуется. И как один сказал, я, говорит, я не 3000 раз ошибся, я просто нашел 3000 неправильных решений. Вот. Да. И, соответственно, еще одно предложение. Если у вас что-то не получается, значит, нужно анализировать о том, какие действия вы совершали, и значит, их нужно поменять. То есть, если вы совершали определенные действия и пришли к такому выводу, результату неправильному, значит, нужно порядок действий поменять. Значит, где-то проанализировать. То есть, нужно уметь анализировать свои действия. Что ты делаешь не так, как ты делаешь не так. Если не высыпаешься, ложись раньше. Если не хватает денег, значит, ищи другую работу, повышай квалификацию и так далее. Да, в этой части дерзких, но, как говорится, в этой части. Мама, тут перебью тебя, вопрос задают. Просят задать вопрос, как быть, если взяли в долг и не возвращают его. Товар, если забрали и долг не возвращают. Как лучше поступить? Знаешь, на ум пришло сразу выражение: закон не всегда справедлив, а справедливость не всегда законна. Да. Здесь, конечно, каждый волен. Как раз вчера мы обсуждали этот момент, да, насчет вымогательства, самоуправства и так далее. Все-таки все люди взрослые, да, и решения принимать им самостоятельно. Но именно законный способ нужно, во-первых, все фиксировать в части того, что именно если вы что-то товар там кому-то передаете, либо в долг на временное пользование, там, продукцию и так далее, да, или под реализацию. Составляйте договор, если деньги даете, займа, расписку, все что угодно. То есть необходим документ. И именно с точки зрения законного движения, да, то есть законный способ он один. Либо это гражданское судопроизводство, обращаетесь с иском о взыскании с ответчика, либо денежных средств, либо компенсации и так далее. Либо, если вы считаете, что вас все-таки намеренно обманули, то есть мошенничество, вы считаете, что человек мошенник, ваш оппонент, то обращаетесь уже в следственные органы. Но есть такая особенность в Москве. Город большой, людей много, органы, они очень вяло относятся к исполнению своих служебных обязанностей в этой части, и их нужно постоянно мотивировать. То есть вот этот способ законный, он достаточно такой трудоемкий.
конечно, целесообразнее лучше обратиться к специалистам, которые умеют писать и умеют стимулировать, так сказать, наших процессуальных оппонентов к труду, подстегивать, так сказать. А вот человек пишет, приглашал, говорит, людей отсюда в Санкт-Петербург на работу. Много людей, 14 человек. Поначалу, говорит, хорошо работали, а потом начали, он говорит, началось. Не знаю, что конкретно началось, но я так примерно догадываюсь, что началось. От работы отлынивали, где-то ходили, наверное, неизвестно чем занимались. Как правило, это, к сожалению, к хорошему не приводит. Правильно? Слишком много там ситуаций. Но не секрет же, что, допустим, то, что Питер, Москва, да и, в принципе, за пределами уже региона, соблазнов очень много. То есть, если человек изначально... То есть, я просто к чему бы хотел бы... Вот если пускают свое чадо за пределы региона, ну, к примеру, если берем вот наш регион, не отпускают, то они должны понимать, должны быть уверены, иман, вот именно вера и стержень должен быть у человека. Это очень важно, потому что очень, Бюрме, на самом деле, очень грязный город сам по себе. Грязный не в том, что там на улице грязный и так далее. Бюрхумши очень много здесь. Всего соблазнов разных и так далее, алкоголь, 5, 10, 2, 3 и так далее. Очень много всего. И если у человека не будет собственного стержня, который четко понимает, ради чего он идет, для чего он идет, понимает, что если он оступится в каком-то моменте, ошибиться в части, вот обманули с работы, еще что-нибудь, да, это не стыдно. Ты попробовал как мужчина и попробовал. А вот совершить там таблетки, не таблетки, еще что-нибудь, алкоголь, потом тут одно, второе, третье, вот это он должен понимать, что он подводит свою семью, своих родных, близких, и после самой темной ночи наступает рассвет, правильно? В любом случае, сегодня или завтра все самое затаенное станет явным. Поэтому слабых, их нельзя отпускать. Это вот... Слабых нельзя абсолютно. Да. Так и есть. Да. Вот у меня сколько клиентов было, на самом деле, то таблетка, то еще что-то и так далее, да, потом задерживают по разным статьям нехорошим, наркотическим, еще что-либо там и так далее. А родители не верят. Знаете, это вы, говорит, не про нашего сына говорите. Ходят там по внутренней сети, да, там все-таки есть там возможности. Говорит, нет, там папа, дядя, это все не так, этого я не делал. А я потом прихожу к нему, я говорю, как, вот так и так, да, действительно было. А потом начинаются вопросы, он же мне сказал, что ничего не делал и так далее. То есть вот эти моменты, они на самом деле сложные потом в последующем. Решать их, разруливать и так далее. И идентифицировать, даже в собственных семьях сложно идентифицировать всякие вот эти вот моменты. Да. Для каждого свои самые лучшие, самые крепкие, самые сильные, стойкие и так далее. Тем не менее, нужно работу проводить в этой части. И что касается вот этих а потом началось, да? Да. А потом началось. Первое время, вот смысл-то какой? Я вот словил себя на мысли, то, что когда ты приезжаешь в крупный город и резко начинаешь получать, допустим, зарабатывал ты 20 тысяч рублей в месяц, да, допустим, в регионе. Приезжаешь в Москву и начинаешь ты раз там 50 тысяч заработал. Ты думаешь, ничего себе, как же классно. В следующем месяце 70, потом там 90. И ты уже привыкаешь ко всему к этому и начинаешь расслабляться. И тебя уже, ты уже, вот как говорят спортсмены, вот он, голодный спортсмен, вот этот уже слишком зажравшийся спортсмен, да, уже плохо относится к тренировкам и так далее, допустим, а вот голодный, у него больше шансов, мотивации больше. Вот поначалу вот у этих 14 рабочих была мотивация на максимум, потому что вот они получили там деньги определенные, а потом они к этим деньгам привыкли, а потом уже и расслабились. То есть именно мотивация должна быть такая серьезная. Да.
работать и так далее. И по деньгам. Когда деньги появляются и возможности появляются разные. Но и есть такой момент еще, когда люди думают, допустим, человек получает, там, зарабатывает, 15 тысяч рублей, допустим, он зарабатывает, он думает, что если бы он зарабатывал, скажем так, 30 тысяч, то у него все было бы замечательно, ему хватало бы денег на все. Он начинает зарабатывать, Султан, алейкум ассалам, Султан, он начинает зарабатывать, допустим, раза в 2 больше, допустим, 30 тысяч. У него расходы сразу другие становятся. Допустим, за что он раньше платил там 1000 рублей, сейчас он уже покупает за 2000, за 3000, там, обувь он дороже купит, другое дороже купит. Он уже не только необходимые вещи берет, дороже, и он идет еще в какие-то места отдыхать, и другое, третье. Вот человек пишет, чем больше зарабатываю, тем меньше хватает денег, пишет. На самом деле, есть такие, можно в том же YouTube, допустим, поискать, почитать, соответственно, интересные, там, полезные вещи, где люди говорят, как к деньгам нужно относиться. Если вы, допустим, зарабатывали, Султан, если зарабатывали, допустим, раньше одну сумму, начали зарабатывать больше, то, как сказать, если начали зарабатывать больше, то уже надо стараться что-то откладывать. Вот так вот, чтобы, на черный день, что ли, какая-то подушка безопасности. Если покопаться в интернете, посмотреть, найти полезные вещи, можно понять, то и много чего, как к деньгам относиться. Так, Москва, Дауган, допустим, Москва, давайте на чеченский перейдем. Мы уже в основном поговорили, дальше немного на чеченском будем говорить. Москва, Даугана, Тига, Ашвех, Шлил, Швейга, Цуна, Хитцалца. Кто в эфире? Это Магомед Саидов, он адвокат, он живет в Москве. Мы сегодня, Султан Дейрейсхылу, сегодня Мухаммад захотел рассказать про то, как, к чему людям готовиться, молодым людям, которые решили уехать в Москву, скажем так, на работу, там, на учебу, может быть, или другое. Надо стараться что-то откладывать по возможности. Не всегда, конечно, удается, но если есть какая-то возможность, стараться откладывать. Так, дукум штуктига, дабоган кигичная ходить. И самообразование бог что, гум душун чох, от книги еще, интернет, хоше, вместо развлекательного, сажим самообразование, дикум даршун. Аша я хая, холцнаха, холца. Конечно, есть, кроме Султана, Дейрес хол, алейкум ассалам, асарга, холцнаха. Да, вечная проблема, как деньги заработать. Вейнс, да, всегда волончуна, дух проблем шхул, так, нагасан, инс, мамец, элла, кудар, давид швега, шечур эревел, давид швед, джимтага, чо иман дол шхул вез, гуттар угархал, он элче дака, тига, карка, до кидек, до, сак ирметкш элсам ю, так, куз ахсан, гонах шабиш, вейнах бат, так, цундела, мел, дух гина коин, кигинах, мелаши, свободу, элхит, слоя, это сана, мало, уло, кидек, глило, хаш дек доцу глило, шнах, хулкое, кигинах.
шварт бокош мадардич. Тунде лет, а ишт лил бюльбельче, так проблемш алсам хол. Так, собор дела. Иса спроси, если ты работаешь официально по трудовому договору, увольняешься, через некоторое время решил устроиться обратно, не берут. Хотя других берут на работу, кроме кавказцев. Бякмобил. Хитарё, Мамед. Мамед, хозяин. Да. Если ты увольняешься по трудовому договору, официально Бобин, а через некоторое время решил устроиться обратно, но тебя не берут, хотя берут других. Я, правда, сам не совсем понял вопроса. Что человек сначала работал, потом решил поменять сферу деятельности, в итоге у него что-то там не получилось, решил вернуться и столкнулся с трудностью, что его не взяли обратно на работу. Но стоит отметить, что работодатель не обязан на работу. Мы же правильно друг друга понимаем все. То есть сегодня он берет, завтра он не нуждается в этом работнике, грубо говоря. Либо данный работник его не удовлетворяет по определенным критериям. В частности, вот он один раз подвел, уволился, да, уехал. А он его возьмет обратно, и где гарантия, что он отработает еще неделю и опять не уволится и так далее. Поэтому работодателю, вот как бы это жестко не звучало, ему нужны надежные работники. Но порядочному работодателю ему нужен порядочный, добросовестный, надежный работник. То есть он же не обязан его обязать его. Валейкум ассалам. Если он частный предприниматель и так далее, ну, хозяин барина Олсона в этой ситуации. Ну да. А доказать там дискриминация и так далее, но это глупо в этой части, потому что если он до этого у него работал, то с ним, наверное, поменялась жизненная позиция. То есть он же до этого работал у него в этой части. Да. Надо дальше искать себя. Рокки краш, дейресхол Рокки краш. Так, мама, так, давай я тебя отключаю тогда. Алгумадуя, дальше посмотрим, вистахал, даю орёс уже. Давай. Саламу алейкум, адекер маша. Мама, давай до следующей недели тоже что-нибудь подготовим, какую-нибудь тему юридического характера. Диктуй. Все, давай, это был. Адекер. Так, вежи. Салам дельчак, массар, алейкум ассалам, хайвец дейрес хвил. Мама, деш тацун дича, пайдан хердар пош. Штохкар. Дела бадик дис дис, дуккигинах буе бойл табаган лилше, така нис шейнок далилш бешед алсам будал мола. Лил хуш. Лил мудиес хуша, лила хуша, алсам ушбу войнеш. Но махулла истаримала лил цахуш вега, мела цахса тича, я давали хазнеяхсан, хейхам бина, я талил хуш волчун, тайне юхевяхкан вагайтна, иштхальч дикхардер, лил цахуш хальча, я ашхват кирамбу. Сундела, Фарс Барзаковский. Так, следующая книга моя, там я заслужила. Иш том штуктах. 34 минуты ела, лишь. Да, я уже не мэр Грозного. Поэтому я могу свободно в эфир выходить. И более свободнее быть в этом плане. Дейресхул, Норвегия, Дейлер маршал Хул, Муссарна, да, это больше. Так, следующий, вот примерно порядок установить я шуса, нагасан около Лас-Вегасе, Арсенал маршал Дуба. Ну, забор я шам хруса, это, ну, Дейлер маршал Хул, Мичарвилаха. Так, нет, я не мэр уже. Уже 5 дней как не мэр.
Хра, Голцина. Следующий, суббота видео загрузить Ириос после обеда. Следующий, суббота, после обеда видео загрузить Ириос. Юга, вторника видео загрузить Ирию или эфире веру. В общем, такой порядок. Дейрес хорошо. Страсбургер. Дейрес Масана. Так, вот такой порядок собираюсь. Дейрес Джимчатва. Элиш Хотера. Масаргар. Дейрес хорошо. Так. Дейрес вторник, четверг, пятница, воскресенье. Вторник, четверг, пятница, воскресенье. В общем, загружайте. Следующий будет уже видео в субботу. Да, умала. В субботу, да и нет, в воскресенье будет видео. Воскресенье. Так, в неделю 2-3 раза, если будет время. Так, Гамбурга, Дейрес Хэл, Дейлер Маршал Хэл. Так, Аргуния, Дейлер Маршал Хэл. Дейрес Хэл. Барс Барзаев за Индию Бога Цахирду. Так. Дейрес Хэл Султановна. Ламру, лам. Алейкум ассалам, Бельгия. Так. Все, давайте так. Дадердос, эфир. Это о дихар душик. Попугай в эфир не забудь, бая. Стокгольме, Дейлер Маршал Хуйшу. Париж, Дейлер Маршал Хуйшу. Дал эту больше. Дейрес Хуйшу. Так, о дихар дусос. Комментарий, щука. Политический муж. Моя дело, что даешь. Это юшуный лук. Так, Гамбург. Да, мула. Дания, Дейлер Маршал Хул, Дейрес Хушун, Вежи, Дейрес Хул. Султан Хавик эфир латив бах. Латиат Хоусарду. Так, Гюмсер, Анварир. Германия, Салам Маршалду. Политику, да, в сторону. Так, детиш. Дейрес Хул. Давайте там, везде галешу, адекел. И вы за Инстаграм, чуа isa.patriot бог, шишун соца аккаунт. Так, Германия, Дейлер Маршал Хэл, Дейрес Хэл, Султан Борсилач, Султан Борсилач, вау. Так, WhatsApp, хуглашу. И WhatsApp, чуаха, Хор Бата. В WhatsApp на Даймох онлайн Хор Бата. 13, 14, 15 тысяч сообщений. Обрабатывайте физически, просто не успевали. И дух яга мухулар эльче. Цаму царасыл чукусар. И рассылка тхуна озбаттаха варбар эзартагу хайоитар. Таха каждый хайя лиз хай. Каждый хайя чулт я хай знакомый юма гинне отсот. Ассаламу алейкум элли отсун цаддухул салам дал хажвиза. Онда салам атул صلاة وعليكم السلام يا السلام حتى يتا هل سيدوش تقوى وات السلام دليرو يلتوت يغز بيدا يختن объяснять дадеш хыл аиш тысячами хыл хор бата 13, 14, 15 тысяч. Будет с Амином Тисаевым у нас договоренность, что он будет снимать видео для Амин готовить тему, а мы голцунаха Дейресхул, натеричная Дейресхул. С Амином Тисаевым мы договорились, что он готовит какую-то тему, а мой друг, оператор Алихан Тухаров его снимает, монтирует, и мы выкладываем. Договорюха Амин Цани. Мы хотели, чтобы Амин хотя бы раз в неделю снимал, готовил видео, но у него работы много, он не успевает, поэтому каждую неделю у нас, к сожалению, не получается, но делаем то, что получается. По мере возможности, такие дела.
Так, Айса, ты раньше помогал тем, которые нуждаются там в помощи в других регионах? Нет, конечно, не оставил. Тем, кто до нас дозванивались, мы помогали, старались. Просто, когда я работал в мэрии, сидеть здесь рассказывать, что мы где-то там в Москве то сделали, там где-то то сделали, было не очень удобно. Поэтому у нас горячая линия работает, Аптей Садыков звонки принимает, Тайгдалуштег, Элиш Хотер, Эшил Хотер. Не выйдет выйти из эфира, действительно. Только я собираюсь попрощаться, вопрос задают, и все. И такое дело, в общем, да, я, он осудит шур. А что, я здесь, что, умш? А да, дизер, что? Садишь. Так. В общем, кто выиграл, бай? Вот свой язык на следующий раз заснять ногой тарушун. Книгу выиграть инак. Следующее мы разыграли вот эту книгу до четверга. В четверг следующей недели, мы будем разыгрывать эту книгу. И участвуют в этом те, кто оставлял здесь комментарии под этим видео. Вот, иштумдук. Да, это было. Так, дальше. И Арианс был нахана, трейдал, что одяж о, и битам баце бог. Просто чаю дицан кол. Иштумдук. Вот такие дела. Все, давайте, дал это больше быстрее, олег мусера. Адикаю. Да, очень много дала шадыш.